Лезетле хавелерiniz endi filcanlarınızda ve siz bizden beraber güzel sohbetini dinlemeye hazırsınızmı? Men ise hazırım ve sizin dikkatini de celp eteyim çünkü bugünkü rubrikamızın musafiri acayip, meraklı ve istidatlı yaş ama şüphesiz istidatlı elbette ki kız ve men onu sizge memnuniyet ile takdim ettim. Buyurunuz saygılı teleseyircilerimiz, bugünkü sohbetimiz Mehendi Usta Azime Şerife Sadıkova ile olacak. Selamun алейкум, Азиме Ханум. Hoş geldiniz. Азиме Шерифе Ханум, с чего начинается ваше утро? Вдохновившись, вы начинаете сразу рисовать, либо как-то по-другому оно у вас проходит? Ну, утро мое начинается обычно. Я встаю, собираюсь, иду на учебу, а после учебы уже, когда есть время и настроение, я уделяю время Мехенди. Азиме Шерифе Ханум, как это произошло? Как вы начали рисовать и с какими сложностями, возможно, вы столкнулись в первые шаги к этому довольно-таки популярному сейчас творчеству? Эта идея появилась у меня совершенно спонтанно. Мехенди уже был в тренде в Крыму, и мы часто наблюдали у девушек красивые узоры на руках, и с подругой загорелись желанием тоже украсить свои руки. Приобрели хну, нашли мастера, который нам нанес ее, и наблюдая за процессом, я поняла, что это не так уж и сложно, и когда вернулась домой, обвела свой рисунок по контуру, потом попробовала нарисовать на своей сестренке, на маме, и пошло-поехало так на одногруппницах и на своих подругах. Сколько вы уже рисуете? Уже 2 года. Уже 2 года. С какими сложностями вы сталкивались? Возможно, вам не хватало опыта первое время, либо какие-либо еще преграды. Легко ли вам дался этот путь? Поначалу, конечно, у меня не очень все хорошо получалось, но я на этом не останавливалась и продолжала, потому что мне это нравилось. Я поняла, что вот оно мое хобби, я нашла его. И трудности, да, были. Сначала родители не одобрили мое хобби, потому что это мешало моей учебе. Но в конце они все-таки поняли, что это не так уж и плохо, и я это не брошу просто так, и разрешили мне продолжать. Где вы черпаете вдохновение? Что вам нравится наблюдать? Возможно, слушая хорошую музыку, возможно, смотря на рисунки мастеров, природа. Где вы черпаете вдохновение? Меня вдохновляют другие рисунки, которые я часто тоже вижу в социальных сетях, очень популярные, и мне больше нравятся те рисунки, в которых много деталей, мелких, красивых. Вот. Азиме Шерифе Ханум, мы знаем, что довольно-таки популярным было сейчас приобретать популярность такой обряд крымско-татарского народа предсвадебный, как хна гечеси. Доводилось ли вам рисовать на хна гечеси невесте и ощущения, которые вас переполняли в этот момент? Да, было такое. Этот процесс очень волнительный был, потому что это большая ответственность. Ты рисуешь все-таки невесте, там нет шансов на ошибку. Да. Вот. Но мне очень понравилось. Посещали ли вы мастер-классы по Мехенди? Я знаю, что в Крыму пару раз проводились такие мастер-классы. Посещали ли вы эти мастер-классы? Возможно, участвовали ли вы сами в нем, в каких-либо других мастер-классах тоже? Участвовали ли вы и рассказывали ли о тонкостях этого довольно-таки изящного искусства? Мастер-классы я не посещала, но часто участвовала в благотворительных акциях, где мы рисовали на благо детям. Помимо этого, хотела бы спросить мы знаем, что крымско-татарские орнаменты, они богаты по своей истории. Доводилось ли вам рисовать именно крымско-татарские орнаменты, где вы узнавали о них, и часто ли вы используете крымско-татарский орнамент в своем рисунке, в своей работе? Да, мне часто приходилось встречаться с узорами нашими. Я узнавала о них через работы Рустема Скибина, у него в описаниях. Чаще всего это бадем, символ молодой незамужней девушки, и лилии, путь к развитию, и мелкие детали, которые означают берекет.
Çok güzel. Азимеш Шафиаханым, помимо мехенди, увлекаетесь ли вы еще какими-либо декоративно-прикладным искусством? Нет, Только этим. да. Çok güzel. Мы во время нашего всего разговора, беседы, несколько раз упоминали о вашей учебе. Где же вы все-таки учитесь? И Я- ваша будущая основная профессия с чем будет связана? Я учусь в Крымской медицинской академии имени Сергея Ивановича Георгиевского, и ну, моя профессия будет связана с медициной. Acayip. Gerçekten de çok güzel. Böyle güzel şeylerini yaratkan, böyle ciddi meslekni seçken insansınız. Çok sağ olunuz. Азимеш Шафиаханым, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям и, возможно, поделиться какими-либо советами, что нужно делать для того, чтобы добиться успеха в своей профессии, но при этом уделять время хобби? Чтобы добиться успеха, нужно усердно работать, уделять очень много времени своей основной деятельности, но хобби также важно, и оно во многом помогает разобраться, чтобы все нашли то, что им нравится, свое любимое занятие. Слушайте, Азимеш Шафиаханым, мы на протяжении нашего диалога уже говорили о вашем творчестве, говорим, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать. Поэтому я предлагаю позвать нашу модель, на которую вы сейчас на руке которой вы сейчас порисуете, и мы посмотрим, как все-таки это выходит. Урметли seyircilerimiz, sizin dikkatinizni ise da dikkatlice olunuz, celp ettim. Çünkü şimdi hakiki güzellik olacak. Seyretiniz. Biz ise dostlar sizden endi sağlıklaşmağa mecburmuz ve sözünü studiyaya berem. Studiya növbette ne olacak acaba?